Гордостью Шумерлинского района является детская школа искусств номер 1. Много лет подряд она считается одной из лучших в республике. Ее учащиеся постоянно побеждают на региональных и всероссийских конкурсах. В 2019-2020 годах на укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт школы искусств было выделено порядка 18 миллионов рублей. Здесь полностью обновился интерьер, фасад здания, приобретены музыкальные инструменты, мольберты и интерактивные доски. Итоговое совещание открылось выступлением учеников детской школы искусств, которое было посвящено трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Зима, мороз стоял трескучий, а люди ломом и киркой крушили эти кручи. В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Шумерлинском районе проведена большая работа по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений культуры. В этом году эти работы будут продолжены. Одной из проблем Шумерлинского района, как и в других муниципалитетах Чувашии, является нехватка молодых специалистов. Сейчас, по аналогии с земским работником в сфере медицины, с земским работником образования, в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается проект о земском работнике культуры. То есть мы видим, что не только на уровне республики, безусловно, и на уровне федеральном очень большое внимание уделяется и привлечению молодых специалистов, молодых профессионалов в небольшие города, и в сельскую местность. В рамках визита министр посетила несколько объектов культуры, ознакомилась с направлениями деятельности и наполняемостью книжного фонда в детской библиотеке имени Самуила Маршака. В этом году особое внимание будет уделяться оснащению библиотек книгами на чувашском языке. В рамках подпрограммы сохранения, изучения и развития чувашского языка на приобретение книг в бюджете республики предусмотрено больше 3 миллионов рублей. Центром притяжения жителей города Шумерли является историко-краеведческий музей. Гостей из столицы здесь ознакомили с экспозициями, посвященными природе и археологии края, крестьянскому быту, советскому периоду и современности.